Центре опережающей профессиональной подготовки прошел первый региональный молодежный медиафорум в рамках всероссийского проекта «Медиа-притяжение». Мероприятие собрало более 50 талантливых молодых людей из разных районов республики. Движение первых работу свою проводит по 12 направлениям деятельности. Вот как раз таки одно из направлений деятельности – это медиа-направление. Нужно понимать и важно отмечать тот факт, что ребята, которые заинтересованы в медиасфере, они должны учиться правильно преподносить информацию. И в первую очередь для таких же молодых ребят, для своих же сверстников, для своих же одноклассников в правильном русле, правильной подачей предоставлять возможность прикоснуться к тем проектам и мероприятиям, которые проводятся не только движением первых в целом в нашей республике, но и в стране в целом, потому что это говорит о той патриотической работе в рамках патриотического воспитания, которое, в принципе, и преследует в своей работе в одним из основных направлений деятельности движения первых. Участники форума представили свои работы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята посещали мероприятия регионального и муниципального уровня, создавая разнообразный медиа-контент, фото- и видеорепортажи, интервью, текстовые материалы, видеоблоги и прямые эфиры. Их проекты получили широкое признание. Сотни положительных отзывов и комментариев в социальных сетях подтверждают их важность и значимость. Сегодня мы приехали с нашей командой защитить свой проект, который называется «Братские захоронения» Моздокского муниципального района. Я считаю, что презентация прошла успешно, и мы получили очень много эмоций, много опыта, много чему научились, и это было очень интересно, поэтому мы поедем в Моздок с большим багажом. На мастер-классе мы много чего узнали, в частности о том, как вести себя на публике, как вести себя на камере, в кадре и как раскрепоститься. Очень важный багаж, очень помог мне. И я надеюсь, в дальнейшем я приму это к сведению и будет все лучше и лучше. Помимо презентации прошли и мастер-классы. О создании медиа-центров ребятам рассказала специалист по медиасопровождению пресс-службы Росдетцентра Эллада Кожиева. С инструментами продвижения в социальных сетях участников познакомила лектор Российского общества знания Милана Барбашова. А технологиями навыков работы в кадре с участниками поделились сотрудники информационного портала «15 регион» Людмила Колиева и Альбина Кочиева. Это было, если честно, очень волнительно. То есть мы и готовились, и репетировали. Но у нас немногие люди в команде занимаются такими публичными выступлениями, но все равно я считаю, что несмотря на это, наша команда выступила вполне достойно, и мы сможем показать довольно хороший результат. Во-первых, это большой опыт для всех нас. Ну, я считаю, это очень полезно, и в будущем нам это поможет. Команды продемонстрировали свои работы перед экспертным советом, который оценил их креативность и профессионализм. Победителем стала команда Северо-Остинского государственного торгово-экономического колледжа Бон-Варнон. Именно она представит республику на окружном этапе всероссийского проекта «Медиа-притяжение». Им предстоит создать короткометражный фильм на социальную тему. Это новый вызов и шанс для творческого роста молодых медийщиков. Алина Хасаева, Людмила Колиева, Давид Хамицаев, Вадим Панченко, 15 регион.